Я приветствую зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. Сегодня у нас замечательный гость, заместитель министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Ася Цап. Приветствую, Ася. Инна, я приветствую тебя и всех наших зрителей и слушателей. Мы только что опубликовали твое обращение на чеченском языке в связи с наиважнейшим мероприятием, которое ты посетила в Нью-Йорк-Сити, в Соединенных Штатах, в Организации Объединенных Наций. И, конечно, наши зрители, которые не владеют чеченским, тоже хотели бы услышать, что это было за мероприятие и твои впечатления об этом. 22 числа состоялась встреча представителей коренных народов и представителей тех стран, которые находятся в колониальной зависимости от Российской империи, то есть которые находятся под оккупацией, с спецдокладчиком ООН по ситуации нарушения прав человека в России с Марианой Кацаровой. Цель этой встречи заключалась в том, чтобы открыть дискуссию вот с этим спецдокладчиком насчет нарушений прав человека на территориях, которые оккупированы Российской Федерацией, и нарушений прав коренных народов, которые также находятся в Российской Федерации. Вот. Это очень важная встреча была. Почему? Потому что Мариана Кацарова, она публикует ежегодно доклад о нарушениях прав человека на территории так называемой Российской Федерации, и эти документы потом становятся, то есть эти ее доклады становятся потом официальными докладами в ООН. Я рассказала о 2 кейсах, и эти кейсы, они по нарушению прав человека очень важные. Почему? Потому что это показывает, насколько жестокий и аморальный сегодняшний оккупационный режим. Первый кейс – это кейс Эскирхана Хумашева, это того самого подростка, которого ППСники убили, потом представители оккупационной администрации выбросили его тело где-то в центре Ачхой-Мартана, собрали туда бюджетников, людей туда собрали, этим людям оттуда не разрешали уходить, и те женщины, которые хотели оттуда уйти, им эти силовики не разрешили, некоторые из них даже потеряли сознание. Потом выяснилось, что силовики, которые представляют оккупационный режим, они поехали в Москву, забрали оттуда отца этого парня, насильно привезли в Чеченскую Республику, избивали. И этот человек сейчас находится в тяжелом состоянии. И, насколько мне информация дошла, по сегодняшний день не позволяют похоронить тело этого подростка, что является кощунственным. И вот этот кейс, да, об этом кейсе мы говорили на этой конференции. И мне кажется, очень важно озвучить этот кейс. Почему? Чтобы люди знали, что то, что происходит в Чеченской Республике, это методика Кремля, которая практикуется сегодняшними представителями российской администрации, оккупационной администрации. И вот это глумление над телом, да, это не первая практика. Это практика именно Российской империи, которая еще существует с царских времен. И такое же глумление над телом эти русские администрация, да, оккупационная администрация, она эту же практику применила, когда убила нашего 4-го президента Абдулхалима Садулаева. Вот когда убили Абдулхалима Садулаева, также вот эти представители оккупационной администрации, как гиены собрались вокруг тела нашего президента, надсмехались над этим телом, пинали его ногами и пытались опорочить это тело, но это у них не получилось. История обязательно запомнит тех, кто издевается над народом, кто проявляет жестокость народу. И история, и я думаю, что рано или поздно, я надеюсь, во всяком случае, что справедливость восторжествует, и что это придет к тому, что полностью падет и оккупационный режим, и Российская империя. Это одно. Второй кейс, который Апти Висаева. Этот человек, да, он действительно является жертвой вот этой российской судебной системы. Недавно этого человека приговорили к 17 годам лишения свободы. Это во второй раз. В первый раз в 2005
этого человека приговорили на 14 лет по полностью сфабрикованному делу, это в Чеченской Республике. После этого вот недавно его на второй раз посадили, обвинили опять по полностью сфабрикованному делу, обвинили в намерении там совершить какой-то акт, террористический акт, полностью сфабриковали показания против него. Этот человек неоднократно, этого человека неоднократно пытали в тюрьме, и это очень важный показатель того, что люди, да, у которых ограничены там возможности, они могут очень легко попасть именно в эту мясорубку, в эту машину имперскую, которая и делает все, что в интересах вот этого оккупационного режима. Это тоже важный кейс. И мне очень жалко его жену, да, которая уже не знает, что сделать, чтобы добиться правосудия по отношению к своему мужу. Этот кейс мы тоже там о нем поговорили. И Мариана сказала, что, возможно, уже, когда она будет описывать, когда уже будет писать свой доклад, что эти кейсы туда будут включены. На этой встрече участвовали не только чеченская сторона, там же так и были и ингуши, и черкесы, и буряты. Но мне очень понравилось, что туда приехали черкесы и ингуши. Почему? Потому что я заметила, что вот у наших уважаемых братских народов и у наших да, соседей уже прорезается язык, да, чтобы говорить о своих проблемах, говорить о том, что на их республиках, в их республиках, точнее, нарушаются права человека. И это говорит о том, что уже эти народы, да, и представители этих народов, они созревают политически и набираются вот этой силы, да, и смелости, чтобы высказаться и чтобы показать свою позицию по отношению к этой имперской политике Российской Федерации. Эта дискуссия по поводу выступления Владимира Карамурзы в Сенате Франции, она не спадает, потому что она задела такой важный, такой болезненный нерв, что люди продолжают рефлексировать и анализировать, потому что это фундаментальный вопрос, который касается как раз отношения москвоцентричных людей из метрополии, даже если они строители прекрасной России будущего, даже если они борются с Путиным и кровавым его режимом, и людей, представителей народов из колоний, из оккупированных территорий. И на самом деле этот разговор только начинается. И ты упомянула уже представителей Бурятии. Я знаю, что представители Бурятии уже отреагировали очень жестко. Отреагировали представители чеченского народа. И я вижу, что больше и больше постов на эту тему. То есть дискуссия действительно не спадает. Скажи, пожалуйста, как бы ты прокомментировала вот это выступление и какие ты увидела вот направления дискуссии именно после этого выступления? Вот это выступление Карамурзы в парламенте Франции, этот вопрос подняли во время этой встречи в Нью-Йорке, и представители Бурятии, да, они очень были взволнованы на эту тему. И не только взволнованы, это их сильно огорчило. Почему? Потому что, как сказала тот человек, который там был, да, со стороны Бурятии, она сказала, что они пытаются, то есть они, это либералы, пытаются всю вину вот этой империи, которая начала войну в Украине, свалить на нас. И я считаю, я с ней на все 100% согласна. Вот эти либералы, они хотят сухими выйти из воды, вот сказать, что вот именно не русские они такие плохие, такие, знаете, жестокие, а вот мы, да, вот мы иные, вот мы такие цивилизованные, мы хорошие, мы иные, и с нами нужно вести разговор. И вот эта попытка перекинуть вот эту вину за преступную войну в Украине, которую ведет Российская империя, на нацменьшинства, это уже не первый раз, да. То же самое и Латынина делала, и Ходорковский, и у них у всех это одна политика. Вот. И это, конечно, на мой взгляд, это настолько нагло, это такое хамство. Почему? Потому что если посмотреть состав российской армии, там
допустим, кавказские эти представители, да, они представляют 0,00000 какой-то процент. То есть это настолько маленький процент, и пытаться на вот этот маленький процент скинуть всю вину вот этой огромной российской армии, это, конечно, неправильно, это, конечно, большое хамство. И я очень рада, что представители нерусских народов высказались по этому поводу, потому что очень важно, чтобы не оставалось в плоскости общественного мнения именно вот эта интерпретация фактов, истории или вот это видение русских либералов, которые преследуют исключительно, знаете, имперские эти амбиции, имперские интересы. И, конечно, это все сильно огорчает. Ася, скажи, пожалуйста, я видела, что ты была в присутствии и Ияда Югара, нашего большого друга, и Рифата Чубарова, большого друга Чеченской Республики Ичкерия. Скажи, пожалуйста, вот это уже такие серьезные фигуры, и вы были на площадке американской штаб-квартиры Объединенных Наций. Это серьезная площадка. И скажи, пожалуйста, как можно начать перебивать вот их дискурс? Я имею в виду, конечно, русских либералов. И, например, Владимир Карамурза относится к такой известной NGO Free Russia Foundation, которая как раз пишет доклады, она славится именно этим, пишет доклады для Конгресса США по ситуации в России. И именно они являются инициатором вот этого дискурса, что Чеченская Республика Ичкерия – это часть Российской Федерации, а вот страшный злобный Кадыров – это причина всех бед. Вот он нарушает права человека не только в Чечне, но и в России, и вообще запугал всю Россию. И после этих докладов есть целая большая программа для вот этих русских либералов, которые производят бесконечные фильмы уже в свою очередь о Кадырове, да, о том, как Кадыров нарушает права человека и запугал всю Россию. И вот это тиражируется на разных каналах, в том числе на украинских каналах. Вот как перебить настоящей правдой вот их этот бесконечный, организованный, хорошо налаженный поток? Это немножко сложно, но это не значит, что это невозможно. Мне так кажется, вот из своего личного опыта, мне кажется, что возможно перебить их дискурс именно очень активным присутствием в масс-медиа и в social-медиа, да, в социальных медиа. И мне кажется, если мы будем распространять именно нашу сторону, говорить о нашей позиции, распространять правду, которая, кстати, на нашей стороне, через все возможные средства массовой информации, то люди, мне кажется, они все-таки... Люди же тоже не дураки, да, они же видят, правду видят, когда человек честно говорит, когда открыто говорит. И мне кажется, люди последуют этому. И когда вот большая часть людей следует определенной стороне, и когда за тобой стоят очень много людей, тогда, мне кажется, ты уже начинаешь иметь большую силу. Вот. И в этом плане я хочу заметить, что если раньше люди боялись, да, вообще заикаться об Ичкерии, говорить, что о вот независимости, да. Раньше, допустим, если черкесы не говорили о черкесском геноциде, то сейчас люди намного ярче и намного активнее высказывают свою позицию. Это говорит о том, что люди, которые находятся вот под этим российским гнетом, постепенно они начинают набирать вот эту силу и вот мужество высказываться и говорить, и поддерживать тех, кто говорит правду. И в этой сфере, да, в этом направлении есть огромный прогресс. И мне кажется, еще немного осталось, когда вот именно версию этих либералов будут принимать на Западе. Их версию принимают. Почему? Потому что нет другой альтернативы пока что. Но альтернатива, она созревает, она становится все сильнее и сильнее, и она очень скоро уже будет говорить о себе не просто в отдельных каналах, но уже массово. Это один момент.
Второй момент насчет встречи, да, когда мы там увиделись в ООНе, да, я и наш уважаемый Яд, то есть представитель черкесской стороны, и уважаемый Рифат, и это была настолько приятная встреча, и мы сделали фотографии. Вот это то, что у нас вот эта встреча была именно в ООНе, это уже говорит о том, что у кавказских народов, и не только у кавказских, и у крымско-татарского народа, да, у нас амбиции вернуть то, что принадлежит нам, то есть наши территории, они обоснованы. И я уверен, что рано или поздно, это вот это Черное море и все, что и кавказская сторона, и уже переходя на нашу сторону, да, на чеченскую сторону, все будет под контролем тех народов, которым эти территории и это побережье принадлежит.